Таджикистане наступает тяжелое время. К чему нам готовиться? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об очередном призыве граждан на военную службу, который должен начаться через 2 недели, уже 1 апреля, а также указ об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы. В соответствии с указом, который был подписан 1 марта и опубликован на интернет-площадках государственных органов накануне, официальные власти обязуются обеспечить призыв в ряды вооруженных сил страны молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих законных оснований для освобождения от службы и для отсрочки от службы в пограничные войска, внутренние войска МВД и Национальную гвардию. Призыв в ряды вооруженных сил Таджикистана ежегодно сопровождается публикациями о случаях уклонения молодежи от службы и об облавах. В этот период в сети появляются видео, на которых сотрудники силовых структур и военкоматов насильно сажают молодых людей в машину, а женщины кричат и пытаются их отбить. Минобороны Таджикистана также 17 марта сообщила о проведении республиканского совещания по призыву в вооруженные силы, в ходе которого участники проанализировали ход призыва осенью 2022 года и выразили озабоченность в связи с существующими препятствиями и проблемами в деятельности городских и районных структур, отвечающих за призыв. Министерство призвало ответственные органы, особенно военные комиссариаты городов и районов, осуществлять призыв граждан на службу в вооруженные силы в соответствии с нормами закона, с тем, чтобы на срочную военную службу были призваны психически и физически здоровые люди. По всей видимости, это вызвано тем, что в СМИ появились сообщения о призыве в армию больных юношей, иногда имеющих и инвалидность. В Таджикистане служба в вооруженных силах является обязательной, и за уклонение от прохождения службы предусмотрено наказание. В соответствии с действующим законодательством, если молодой человек физически здоров и отвечает требованиям для прохождения службы в армии, но при этом уклоняется от службы в вооруженных силах Таджикистана, суд может либо наложить крупный штраф, либо приговорить его к лишению свободы на срок до 2 лет. По статистике Генеральной прокуратуры Таджикистана, только в 2022 году за уклонение от военной службы были привлечены к уголовной ответственности, оштрафованы или отправлены за решетку 108 юношей. Призыв на срочную службу в Таджикистане проходит 2 раза в год, весной и осенью, и каждый призывной сезон в Таджикистане, как правило, сопровождается громкими скандалами. Призывники не хотят добровольно идти в армию, а правозащитники называют главной причиной массового уклонения от службы дедовщину. Жители возмущены тем, что в призывной сезон молодых людей ловят на улицах, везут в военкоматы, откуда после выполнения некоторых формальностей отправляют воинские части. Власти отрицают существование облавы на призывников, утверждая, что в подобных методах нет нужды, поскольку в стране достаточно добровольцев, которые хотят служить Родине. Отсутствие надлежащих условий для прохождения службы, жестокое обращение с солдатами и неуставные отношения, смерть молодых людей во время службы является одним из главных причин нежелания молодых людей служить в таджикской армии. Правительство Таджикистана в отправленном в Комитет ООН по правам человека докладе сообщило, что с 2019 по 2021 года преимущественно из-за неуставных отношений в армии погибло более 100 солдат. Правительство также признало, что несмотря на предпринимаемые усилия по искоренению неуставных отношений и дедовщины в воинских частях, это явление и его укрытие офицерами все еще существует. За 3 года 639 таджикских офицеров и командиров были привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности за укрытие преступлений в воинских частях, призыв на службу, объявленный указом президента Таджикистана, и увольнение отслуживших 2 года срочной службы военнослужащих будет продолжаться до 31 мая. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, ее можно исправить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!